Доброе утро. Начинаем новую неделю, новую рабочую неделю с хорошим настроением, как у нас сегодня 18 апреля. Катерина Винокурова, Павел Танин всю эту неделю готовы просыпаться вместе с вами. Ну, я пытаюсь приготовиться к этому, но Катя уже готова, да. И страшное это слово понедельник, оно наступило, но я думаю, ничего страшного в нем на самом деле нет. День недели как день недели. Ну, даром, что самый первый рабочий день этой недели. Будем его вместе с вами встречать с улыбкой, с позитивом, много нового интересного хотим рассказать, показать, чтобы настроить вас на этот день, чтобы вы провели его исключительно на положительных эмоциях. Ну так, например, сегодня из нашего выпуска узнаете о потерянном городе Зашиверске, который когда-то располагался на территории Момского улуса. Также поговорим об охране памятников и сохранении памятных мест с нашим приглашенным гостем Русланом Васильевым. А в рубрике «Советы юриста» расскажем вам о кредитных каникулах, которые были продлены и расширены для граждан России. Кто и как претендует на эти временные меры, ну, поддержки, узнаем. Вот, так что оставайтесь вместе с нами, и пока вы наливаете чашечку кофе, чая, может быть, просто стакан молока утром любите выпивать, не суть, пока вы готовитесь пробудиться, предлагаем послушать вам информацию о том, что же ожидает нас за окошком, какая там погода установилась. Так, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила минус 5, 14 градусов мороза. В Заречной группе 5-15 градусов, в южных 4 и 6 градусов мороза, в Вилюйской группе минус 1 плюс 2. Сегодня в Нижнеленских минус 2, 0 градусов, в западных 0 плюс 5, в Колымы-Дигирской группе минус 12, 15, 16 градусов мороза. В Янских от минус 7 до 23 градусов со знаком минус, на северо-западе 0 градусов в Оленьке и 26 градусов мороза в Тикси. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 8 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня ожидается вечером небольшой мокрый снег, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, порывы до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 4-6 градусов тепла. Вот такими темпами до лета вот совсем чуть-чуть остается. Совсем чуть-чуть Как остается. ясно. Да. А если вы морозостойкий, то можете, в принципе, лето уже начать в свою жизнь пускать, ходить в шортах и так далее. Ну вот прошел уже месяц, как многие из нас пользуются отечественными приложениями. Какие свои аккаунты ты, Паш, возобновил? На самом деле я ничего не возобновлял, чем пользовался, тем продолжаю пользоваться, потому что я так или иначе всю жизнь сидел в ВКонтакте, в ВК с 2008 или 2007 года. Я нахожусь там, тот же Телеграм. В принципе, все осталось без изменений. Могу, конечно, отметить другие небольшие сервисы, которым бы я передал пламенный привет, но однажды это сделаю. Я тоже, кстати, возобновила свое появление, скажем так, ВКонтакте. Если сидела до этого реже, то сейчас постоянно. И слежу за всеми новостями именно там. Ну а компания «Новые облачные технологии» провела исследование интереса российской аудитории смартфонов к установке отечественных приложений. Опрос приурочен к годовщине закона о предустановке российского софта, который вступил в силу 1 апреля 2021 года. Всего в вопросе приняли участие свыше 3000 человек, и 53% из них продолжают пользоваться зарубежными приложениями. 35% стали активнее устанавливать отечественный софт, и еще 12% признались, что всегда поддерживали российских производителей. По популярности приложения распределились следующим образом. Лидером стал Яндекс.Браузер 61%, на второй строчке ВК, он же ВКонтакте, 46%, и Яндекс.Диск, облачное хранилище, 44%. Также в число популярных попали почта mail.ru 40%, Одноклассники 16%, новости Mail.ru 14% и иные приложения и сервисы российского производства 15%.
В исследовании также отмечается, что владельцы смартфонов стали лояльнее относиться к закону о предустановке отечественных приложений. Ну, между тем, с момента введения санкций популярностью стали пользоваться не только программы российские, но и, в принципе, продукция местных производителей. Ну, хотя в Якутске и в Якутии спрос на местные товары был всегда, сейчас якутские товаропроизводители не только увеличивают выпускаемую продукцию, но и расширяют ассортимент. Вот, например, ФПК Якутия начала выпускать ряд напитков, в том числе и газированные. Как они отмечают, большой спрос увеличился на местную колу. Во-первых, цена на нее в пределах разумного, во-вторых, по вкусу не отличается от своих зарубежных аналогов. Из чего вообще делаются якутскую колу и в чем уникальность якутского энергетика, узнавала Анна Кожевникова. У нас уже со скважины, у нас на территории пробурена скважина на 500 метров под землю. Насос установлен на 250 метров. Свою продукцию ФПК «Якутия» производят на самой чистой артезианской воде. Преимущество этого источника и его отличие от подобных подземных вод других регионов – вечная мерзлота, позволяющая сохранять полезные свойства. После резкого повышения цен на импортные аналоги газировки местного производителя расходятся на ура. Это у нас лайк-кола, лайк-апельсин и лайк-лимонка. И сейчас является топовым, прям топ продаж у нас. Заменит ли якутская кока-кола американскую? Судя по показателям, перспективы вполне реальны. Только за март продажи возросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лайки у нас в прошлом году мы выросли в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. В этом году мы еще больше выросли. Вот, то есть, соответственно, мы идем только вперед. Новый продукт ФПК «Якутия» – тонизирующий напиток ЕС, в состав которого входит эпсорин, выработанный из пантов северного оленя. В чем и заключается уникальность тонизирующего эффекта, в отличие от других энергетических напитков. Ну а мы попробуем. Вкусно и полезно. Это совместная разработка ФПК «Якутия» и Института биологии при Российской академии наук. И не успев поступить в продажи, тонизирующий напиток нашел своего покупателя. Безалкогольная продукция всегда пользуется спросом. И лимонад в стекле, и чаи. Есть люди, которые пьют, видимо, только наш чай. Приезжают к нам за покупками день через день, покупают. Ну и говорят, что пьют прям семьями, покупают. И также сейчас у нас спросом пользуется наш энергетик. А если есть спрос, будет и производство. Санкции, конечно, не обошли стороной крупного производителя. Сырье закупается у российских поставщиков, но так как оно имеет импортные составляющие, цена повысилась. Пока резко так, как выросли цены на сырье, мы цену не повышаем. Все-таки ситуация сейчас нестабильная, цены на сырье ежедневно меняются. Поэтому, возможно, период времени пройдет и все устаканится. Сейчас в производственном цехе безалкогольной продукции идет розлив чая. Практически все процессы автоматизированы, но не обходятся и без людей. Многие из сотрудников работают здесь с запуска комплекса с 2009 года. Именно их добросовестный труд позволяет ежедневно поставлять на прилавки магазинов полюбившиеся якутянам напитки. Очень патриотично. Мы должны показать всему миру, что наша российская продукция лучше остальной продукции. Ну а такой настрой со стороны якутян и поддержка местного производителя – лучший стимул для рождения новых линеек продукции. Анна Кожевникова, Семен Семенов, Якутск. А мы продолжаем освещать работу наших крупных предприятий, как они продолжают работать в условиях зарубежных санкций. И сегодня у нас в гостях Алексей Гуляев, первый заместитель генерального директора крупного регионального агрохолдинга «Туймада». Алексей Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. Ну вот вообще расскажите о холдинге, какие предприятия он объединяет и вообще по каким направлениям работает. Ну это доброе утро, уважаемые телезрители. Агрохолдинг создан в 2019 году распоряжением президента Эльдархана нашей республики и объединяет крупные сельскохозяйственные предприятия в 7 районах нашей республики. Это в первую очередь в городе Якутске. Экоферма, 2 отделения, это Маркинская животноводческий комплекс и Немыгинская агрофирма в Хангаласском улусе. В Хангаласском улусе еще конезавод БРТ,
Алекминская кладовая Алекмы, Нюрнбергская фабрика. В Мирном это бывший сельхозпредприятие АК «Алроса», это совхоз новый. Кроме того, у нас в Таткинском Улусе «Победа». Они все занимаются, в первую очередь, это животноводческие комплексы, дойное стадо, производство молока. В 3 предприятиях у нас есть перерабатывающие предприятия, до конечного продукта отрабатываем. Кроме того, это табунное коневодство, 2 племенных хозяйства и Нюрнбергская птицефабрика и птицетоварная ферма совхоза «Новый». Это производство яиц и мясо птицы бройлерной. Вот. С самого начала работы нашего предприятия была задача поставлена по модернизации, в первую очередь, существующих животноводческих комплексов, чтобы получать качественное молоко, это во-первых. Во-вторых, значит, увеличение производства – это за счет расширения кормопроизводства, выращивания кормовых культур, и на основе этого производства силоса, сенажа, чтобы в рационе кормления наших животных была большая доля сочных кормов. На самом деле в больших фермах на западе Сибири и Европы, европейской части России, здесь в рационе кормов, сочные корма преобладают, там 90%, а 10%, менее 10% это грубые корма сена. А у нас здесь в Якутии наоборот. И поэтому мы пошли на это, расширение площадей посевов. Практически после организации агрохолдинга в наших предприятиях увеличилась доля посевной площади почти на 2000 гектаров. И в этом году мы, в 2022 году, еще на 500 гектаров увеличения планируем. Вот. И за счет этого заметно увеличилось производство молока. В прошлом году мы со всех предприятий животноводческого комплекса с одной фуражной коровы надоили 3100 с лишним килограммов молока. Очень большие объемы. Да. Алексей Алексеевич, сейчас мы вынуждены, конечно, прерваться на небольшую паузу, после которой мы вернемся и продолжим разговаривать о работе наших сельхозпредприятий в условиях нынешней экономической ситуации. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Трансфер пассажиров поезда через реку Лена теперь выполняется судами на воздушной подушке. Отправление идет из Якутска с 203-го микрорайона. Стоимость трансфера по маршруту составляет 1500 рублей. Талон можно приобрести одновременно с покупкой билета на поезд на сайте РЖД или в билетных кассах железной дороги Якутии и Федеральной пассажирской компании. В Якутске тем временем состоялось очередное заседание оперштаба по координации строительства и реконструкции объектов. На повестке стояло 3 основных вопроса. Первый – это реализация проекта «Квартал Р» в Нерюнгри. Проект предусматривает строительство 326 многоквартирных домов. И для обеспечения данного квартала инфраструктурой республика в прошлом году получила кредит на сумму более 1 миллиарда рублей. В этом году должны начаться работы по подведению сетей электро- и водоснабжения. Более того, определенная часть домов будет построена именно для реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Также обсудили вопрос развития индивидуального жилищного строительства и затронули немаловажную тему доступности строительных материалов. Доступность имеется в виду как и наличие, так и ценовая доступность. В этой части глава дал соответствующее поручение, чтобы мы вместе с организациями лесопромышленного комплекса под эгидой Министерства промышленности Республики Саха-Якутия выверили часы и приняли определенные меры по именно развитию вот этого направления. Ну и третий вопрос – это у нас проблемные объекты, которые у нас имеются в стройке, по Республике Саха-Якутия в рамках программы комплекса развития сельских территорий. У нас сегодня 3 объекта отстали от графика, и главная задача, чтобы эти объекты к началу следующего учебного года, 22-23, уже были готовы, и ребятишки могли с началом учебного года уже зайти в новое учебное заведение и полноценно получать знания.
Ну а в столице региона впервые прошел дальневосточный отборочный этап по художественной гимнастике на Всероссийскую спартакиаду учащихся. Спортивное мероприятие собрало 9 команд и более 100 спортсменок из многих регионов Дальнего Востока. На протяжении 3 дней юные гимнастки боролись за путевку на финальные всероссийские соревнования, которые пройдут этим летом в Ульяновске. По словам главного судьи Татьяны Грибковой, соревнования прошли на высоком организационном уровне. Также она отметила, что Федерация художественной гимнастики региона проделала большую работу по проведению этих сборов и сейчас имеет возможности в дальнейшем проводить такие крупные соревнования. Утро Якутии. Перед нашим перерывом на новости мы начали разговаривать о работе сельхозпредприятий в Якутии. В частности, у нас в гостях первый заместитель генерального директора агрохолдинга «Туймада» Алексей Гуляев. Алексей Алексеевич, мы поговорили уже о самом агрохолдинге. Мы понимаем, это большая география, достаточно широкое такое пространство республики. Оно охватывает и направление развития тоже, и животноводство, и молочное производство и так далее. Но главный вопрос, столкнулись ли эти предприятия с проблемами, связанными именно с зарубежными санкциями? Если да, то отражается ли или отразится это на качестве выпускаемой продукции, может быть, на объемах? Конечно, как во всех производствах, где используются довольно современные технологии, здесь, конечно, мы встречаем некоторые, скажем, неудобства. Дело в том, что чтобы получить качественную продукцию, нам нужно внедрять новые технологии. Это в первую очередь животноводческие комплексы, доильные залы, кормоцеха, чтобы рационы, смешанные рационы, хорошо питательные мы подавали животным. За счет этого получали высокое качественное молоко. Вот мы начали модернизацию, техническое перевооружение наших животноводческих фирм. Это в первую очередь мы в 2020 году собственными силами построили молочный цех в Маркинском животноводческом комплексе. В прошлом году кормоцех и доильный зал внедрили в животноводческом комплексе села Рыласов-Позановый. В этом году тоже планируем модернизацию одного животноводческого комплекса в Марке увеличением дойного стада. И здесь, конечно, когда мы начали мониторить получение оборудования по доильному залу, по кормоцехам, столкнулись с тем, что многие комплектующие этих оборудований зарубежного производства. Сейчас, конечно, и в правительстве Российской Федерации, всех хозяйственных предприятиях принимаются меры по импортозамещению. Думаем, что в скором времени, не совсем в скором времени, все это внедрится, и это не такие большие проблемы, думаю, и мы получим, собственно, отечественные эти оборудования. Но все равно сегодня это присутствует. Но для нашего производства это сильно не влияет. Конечно, в связи с этими санкциями ставится вопрос о быстром увеличении доли собственного производства в питании, качественном питании. И для этого нам нужно, как я и сказал, увеличить производство. И молока, и мяса, и качественного. Все же меры поддержки какие-то предоставляются, по-вашему, чего в них не хватает? В первую очередь, здесь в связи с этими санкциями, известными санкциями, вы сами все знаете, с средств массовой информации, президентом Российской Федерации, правительством Российской Федерации приняты очень большие меры, до 150 миллиардов рублей, например, еще дополнительно. Тоже такие же меры принимаются в нашем правительстве, Сегодня нам ставится задача о расширении и внедрении реанимации. Раньше мы занимались скороспелыми видами животноводства, птиц. И эта задача ставится. В этом году уже выделены эти средства. И наш агрохолдинг ФПК Якутия взаймы дает, и агрохолдинг помогает по скороспелым видам продукции животноводства, живности. И с самого начала организации агрохолдинга нами было принято несколько программ. Это по
отращиванию поросят, цыплят бройлерных, внедряли бы население, продавали и на равных, на выгодных условиях давали на отращивание, на откорм, в первую очередь телят, чтобы разгрузить экономику наших животноводческих ферм. Вот эта программа мы должны еще увеличить, внедрять, чтобы получить собственную продукцию, чтобы хозяйства, частные предприятия, частные семейные предприятия увеличили долю собственной продукции в своем рационе питания. Алексей Алексеевич, спасибо большое, что в нашу студию пришли, ответили на наши вопросы. Но продолжая тему поддержки, мы поговорили о поддержке производства. А есть поддержка, которая оказывается сегодня обычному человеку, вообще в целом, не только в целом бизнесу. Но речь идет о чем? О кредитных каникулах. Кто может рассчитывать на эту замечательную поддержку? Как ей воспользоваться, правильно расскажет советы юриста. Итак, дорогие друзья, сейчас все мы слышим о кредитных каникулах. Что же это такое? Уже мы с ним немножко познакомились во время коронавирусной инфекции. Теперь у нас каникулы в связи с сложной экономической ситуацией. Кто еще не знаком, объясняем, что каникулы – это не значит, что вы ничего не платите. Это значит, что вам дана отсрочка платежей. То есть в последующем, к сожалению, все проценты придется за этот период уплатить просто в другое время. Да? То есть такая своеобразная реструктуризация, перенос процентов, их оплаты за 6-месячный срок на более поздний срок. В 6 месяцев вы укладываетесь, и вы можете не платить. Но это не относится ко всем обязательствам. Итак, к каким обязательствам относятся? По кредитным картам до 100 тысяч рублей, по потребительским кредитам наличными 300 тысяч – это у нас физические лица, 350 – это индивидуальные предприниматели, автокредиты до 700 тысяч, по ипотечным обязательствам 6 миллионов для Москвы и 3 миллиона для региона. Притом это те кредиты, которые выданы, то есть это не остаток, а именно сумма кредита. Напоминаю, что есть также каникулы по кредитным обязательствам, по ипотечным, да, но это уже немножко другая сфера. В 2019 году введен закон, также можете обратиться, если у вас сумма больше, да, то есть разобрались. Дальше, кто же может взять кредитные каникулы? Нужно доказать, что ваш доход, получается, упал на 30%. Как это сделать? Доказательством, согласно общей практике банков, является представление приказа работодателя о том, что вас отпустили в отпуск по собственному желанию без сохранения заработной платы. Понятно, что средний доход по сравнению с 2021 годом у вас более чем на 30% падет. Также можно представить справку с Центра занятости населения. То есть вы также представляете, что вы на данный момент не трудоустроены. Конечно, если вы были трудоустроены в 2021 году, ваш доход значительно упал. Далее, что можно еще представить? Можно представить выписку, это для индивидуальных предпринимателей, да, соответственно, и представить иные документы, подтверждающие, что доход снизился. Лучше обратиться первоначально в банк, который выдал вам кредит, для того, чтобы узнать, какие документы устроят комиссию, то есть какие справки можно представить, выписки, может быть, справки 2 НДФЛ и иные документы от работодателя, подтверждающие, что заработная плата была уменьшена в связи с тем, что у вас уменьшили количество рабочих часов для сохранения рабочих мест. Такое тоже возможно. Как оформить кредитные каникулы? Здесь все просто. Обращаемся с заявлением. Заявление обязаны рассмотреть в течение 5 дней. Отказать вам не могут, если вы соответствуете всем требованиям. И обязательно в заявлении пишем, что вы обращаетесь по федеральному закону номер 106 от 3 апреля 2020 года. Иначе вам могут сделать реструктуризацию именно по данным банка. То есть у банка есть своя программа, как поступать при обращении заемщиков, да, и они могут по своей программе изменить вам порядок оплаты кредита. Это немножко другое. Поэтому внимательно заполняем документы, собираем справки, чтобы не делать лишнюю работу, предварительно консультируемся со специалистами банка. Хорошего вам дня! Очень полезные советы, действительно. Ну, а мы продолжаем. Вот, Катя, у меня такой вопрос. Любишь ли ты ходить на рыбалку? К чему ты это спрашиваешь? К тому, что в Хандыке Тампонского района открыли уже сезон рыбалки на реке Алдан. Прошли традиционные соревнования по подледной рыбалке среди школьников. 11 команд, 55 юных спортсменов показали свою удачу в ловле рыбы. И наш корреспондент Мария Винокурова поговорила с юными рыбаками. С утра на реке Алдан в районе Затона не протолкнуться. В этом году к подледной рыбалке, ежегодно проводимой Тампонской гимназией совместно с социально-реабилитационным центром «Светлячок», присоединилась и Хандыкская средняя школа. 55 начинающих рыбаков с отцами и учителями, не считая болельщиков, свыше 60 участников.
Первый улов не заставил себя долго ждать. Спортсмен из гимназии Айка Григорян смог обеспечить себе победу в номинации «Первая пойманная рыба». Кстати, окуни и ельцы ловились у рыбаков чаще остальной рыбы. У каждого рыбака были свои секреты улова. Хорошая подкормка или клевое место, но самый большой улов оказался у рыбаков Хандыкской школы Кати Люборец и Кости Моторина. Ну, впечатления у меня от рыбалки отличные. Прям. Клюет без остановки. Рыбы много ловится. А самую большую рыбу окуня выловил гимназист Рамазан Абдулаев. После отменного обеда на свежем воздухе, плова, шашлыков, горячего супа, азартные соревнования, бег по снегу, метание муляжа деревянной рыбы весом почти в килограмм, зорница и перетягивание каната. Я поймал эту рыбу, я почувствовал что-то тяжелое, начал ее вытаскивать, и там вышла такая большая рыба. И мне кажется, что это самая большая у меня. Ну, очень классная рыбалка, мне здесь очень понравилось, очень хорошо. В итоге на первое место вышла команда опарыши Хандыкской средней школы. Второе заняла команда «Убойная сила» Тампонской многопрофильной гимназии. И третье – Таймень, Хандыкская средняя школа. Мы не ожидали первое место, но хотя рады этим. Хотим, чтобы на следующий год еще раз было. Спасибо всем за конкурсы и рыбалку. Ой, мы вообще очень впечатлены, очень довольны сегодняшним днем. Спасибо большое спонсорам, организаторам. Все очень понравилось. Мне кажется, это очень хорошо с семьей выезжать. Мы вот приехали всей семьей поддержать сына. Это объединяет детей, семей, родителей. Вообще спасибо очень большое. Свежий воздух, общение с единомышленниками и единение с природой – главная награда, которую получил каждый, независимо от результата. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Да, отличное такое времяпрепровождение. На свежем воздухе самое главное. Полезное, интересное, веселое. И детское. А вот на побережье Восточно-Сибирского моря ученые решили посчитать количество белых медведей. И им это удалось. Медведи не только позировали на камеру волонтеров, но и показали своих детенышей. Более подробно смотрите в следующем материале. Здесь, на архипелаге Медвежьи острова, которые считаются родильным домом белых медведей, каждый год идет мониторинг животных. Главное для инспекторов – определить количество берлог, где зимуют, впадают в спячку и рожают самки. Чем больше таких мест найдут, тем больше шансов выявить реальное количество медведей. В этом году за всю историю наблюдений двум группам удалось выявить рекордное количество берлог – 18. Это может говорить о том, что численность лаптевской популяции, а именно она основной обитатель Якутии, не только не сократилась, но и выросла. По результатам нашей экспедиции практически все из 18, все обнаруженные 18 берлог, они практически все были заняты. Не было ни одной берлоги нежилой, они были все жилые, поэтому это уникально. Ну и, наверное, это на самом деле еще раз подтверждает то, что Медвежьи острова действительно являются родильным домом белых медведей. Считается, что именно лаптевская популяция является самой маленькой на планете, не более 2000 особей. Поэтому очень важно проводить подобный мониторинг каждый год, по 2 раза осенью и весной. Но мы по своим экспертным оценкам и по материалам мониторинга, который мы ведем, все это мы считаем, что около 2000 белых медведей обитает на территории, в арктической зоне Якутии. А непосредственно где Медвежьи острова и так далее, это показатель у нас оценивается 20-30 особей белых медведей. Сегодня считается, что основным фактором, сокращающим популяцию белого медведя, является человеческая деятельность. Это свалки мусора на арктическом побережье, браконьерство и различные загрязнения природы, разливы нефти и нефтепродуктов.
Но если белые медведи на севере уже вовсю бегают вокруг своих берлог, то бурые медведи только начинают просыпаться. Ну, вот, например, первыми просыпаются, как правило, взрослые одинокие особи, затем медведицы с медвежатами. Ну а на юге России в это время прилетают первые сверчки. Этот день по народному календарю называют Фидул-ветреник. Что нужно делать в этот день и чем он еще ознаменован, узнаем в нашей традиционной ежедневной рубрике. На календаре 18 апреля. Сегодня отмечают Международный день памятников и исторических мест, Всемирный день радиолюбителя, Пасхальный понедельник у западных христиан. По народному календарю сегодня Фидул-ветреник. Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. На Фидула нужно было растворить окна и заговорить их специальными словами, чтобы уберечь избу от гнилых ветров, от нечистой силы, от переполохов. Впрочем, истинная причина для такого обычая, скорее всего, была самая приземленная. После длинной зимы изба нуждалась в проветривании, а теплый ветер уже не мог выстудить помещение. Этот день в истории. 18 апреля 1902 года в Дании впервые в мире была применена дактилоскопия для опознания преступника. А уже в сентябре этого же года в Великобритании отпечатки пальцев с места преступления впервые были использованы как доказательство вины по отношению к подозреваемому в преступлении. В 1906 году, 18 апреля, в результате землетрясения была разрушена часть Сан-Франциско. От подземного удара, продолжавшегося всего 40 секунд, зашатались многоэтажные здания, вздыбились переулки. Подсчитано, что сила этого землетрясения составляла 8,3 балла по шкале Рихтера. Ровно 100 лет назад в этот день в ходе засады у местности Кохочой Вилюйского улуса погиб комсомольский отряд под командованием Василия Шатаева. В этот день, 99 лет назад, в Советском Союзе создано Московское спортивное общество «Динамо». Оно было учреждено по инициативе группы сотрудников и военнослужащих АГПУ и создавалось как организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. Сегодня общественно-государственное объединение Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» имеет 82 региональных отделения. Причем «Динамо» — это не только хоккейные и футбольные клубы, также это клубы баскетбола, водного пола, волейбола, гандбола, автоспорта, бокса, тенниса. Общество культивирует более 70 видов спорта, из которых 44 вида являются олимпийскими. В этот день родились Георгий Вицин, советский российский актер театра и кино. Галина Брежнева, дочь генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Светлана Немоляева, советская российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Эдуард Ханок, советский белорусский музыкант, композитор, народный артист Беларуси. В этот день также родился Владимир Васильев, российский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, народный артист Советского Союза. Именины сегодня у Алексея, Георгия, Марка, Николая, Платона и Семена. Ну а на этой неделе звезды обещают нам насыщенную неделю, так что работайте в полную силу и обязательно верьте в силу успеха. Настала пора для новых знакомств и дел. Более подробно, о чем нам говорят звезды по знакам зодиака, узнаем в нашей рубрике. Овны. Дружеские вечеринки пройдут успешно. Расширится круг ваших знакомств. При необходимости вы можете использовать свои деловые связи для решения практических вопросов. Внешние обстоятельства благоприятствуют поездкам и развлечениям. Тельцы, на этой неделе вам рекомендуется изучение духовных практик в уединенной обстановке. В результате правильного внутреннего настроя вы сможете успешнее решать и многие дела во внешнем мире. Близнецы, активизируются ваши контакты в интернете. Общение на сайтах знакомств и социальных сетях может привести к началу виртуальных романтических отношений. Прекрасное время для путешествий и расширения кругозора. Раки. Самоконтроль и внутренняя скромность убережет вас от проявления звездной болезни. Старайтесь максимально упорно трудиться над достижением своей цели, поскольку сейчас наиболее успешное и результативное время.
Лев, ваша репутация и авторитет могут существенно повыситься. Если вам есть что сказать, то хорошо выступать на публике со своими идеями и делиться знаниями с окружающими. Это может быть публикация статей, проведение вебинаров, открытие канала на YouTube. Дева, на этой неделе решительно избавляйтесь от вредных привычек, которые ведут к потере времени, которым вы могли бы распорядиться с пользой. Уходите от всего устаревшего. Например, выбрасывайте из дома ненужные вещи. Это поможет впустить в жизнь и дом свежую энергию. Весы, не отказывайтесь от приглашений посетить торжественные мероприятия типа юбилеев или свадеб. Можно объявлять о своей помолвке и подавать заявление в ЗАГС на заключение брака. Также это благоприятное время для совместного с партнером путешествия. Скорпионы. Организовав режим сна, бодрствования и питания в одно и то же оптимальное время, вы почувствуете, что у вас прибавилось времени и вы стали успевать все делать. Если вы давно хотели завести домашнее животное, кошку или собаку, то самое время это сделать. Стрельцы, возможно, вы откроете для себя новое увлечение, хобби, которому будете уделять много времени. Используйте свободное время для учебы и поездок. Супружеские отношения улучшатся. В деловом партнерстве тоже все складывается замечательно. Козероги, некоторые улучшения финансового положения позволят вам больше денег вкладывать в покупку товаров для дома. Проявляйте заботу о престарелых родственниках, особенно если они живут вместе с вами. Используйте эти дни для наведения порядка в окружающем вас пространстве. У водолеев это прекрасное время для новых знакомств и расширения контактов. Многие вопросы удается легко и быстро урегулировать благодаря подключению деловых связей. Вы сможете принимать вполне осознанные и взвешенные решения. Рыбы, имеете хорошие шансы для того, чтобы улучшить свое финансовое положение. Например, найти подработку. Если у вас много долгов по кредитам, то в первую очередь направьте заработанные деньги на их погашение. На прошлой неделе последние два выпуска нашей программы были посвящены Момскому району. Да, Момскому району. Наши коллеги выпустили два специальных выпуска, успели съездить до закрытия зимников туда и так далее. И вот там они собрали много интересных материалов. И сейчас мы покажем вам историю о затерянном городе Зашиверск. С большим удовольствием изучают этот макет и знакомятся с историей именно нашего древнего города Зашиверска. Антонина Никулина, заведующая школьным музеем, часами может рассказывать о таинственном городе Зашиверск. Макет города, сделанный руками школьников, один из ярких экспонатов. До сих пор позабытый, стертый из памяти таинственный город – тема споров исследователей и краеведов. Зашиверск – город-призрак, имеет много легенд и до сих пор хранит тайны. Раньше считалось, что Зашиверская Спасская церковь была построена в начале 1700 года, но новосибирский ученый Курилов и Майничев на основании архивных документов пишут. Русские казаки в устье реки Момы построили острог, часовню, избы. Спустя годы в 1735 году сплавили часовню и другие постройки вниз по реке Индигирка. С этого года началась история затерянного города. Зашиверск был основан в 1639 году на берегу реки Индигирка, как зимовье и сторожевой русский острог. Как раз в это время русские казаки и купцы активно занимались освоением Сибири и Дальнего Востока. С годами маленький сибирский острог разросся. В 1789 году Зашиверск получил статус города. При царском режиме там много-много богатые рыбаки были, да? Охотились на рыбалку. И момские колхозное время там каждый сентябрь ездили на рыбалку. Вот поэтому как будто момская земля. Каждая глава истории, связанная с потерянным городом, интересна и загадочна. Особенно его исчезновение. Некоторые историки считают, что вино стало быстрое истребление промыслового пушного зверя. Но есть и мистическая легенда о месте шамана. В одно время это было, появился, как сказать, шаман, да? Местный шаман Саргул Черемкин. Он сказал, вот скоро в Центральной Якутии уже начинается эпидемия оспы, поэтому надо спасать своих людей, скоро появится.
И вот пришла ярмарка, и там был сундук, а сундук был красивый такой, красочный. И шаман сказал, что этот сундук надо утопить. Но люди не хотели, и все разобрали, все там прелести, сокровища, ткани. Но на завтра уже болезнь появилась. Самые крупные эпидемии оспы произошли до этого, в 70-е годы 18 века. Понимаете, да, вот как-то немножко не стыкуется. И еще одна крупная эпидемия оспы произошла в этих краях в 1883 году, то есть уже после того, как Фердинанд Петрович Врангель зафиксировал в Зашиверске всего 5 жилых домов, да, и 17 человек населения. После гибели города он пропал из упоминания. И о Зашиверске, о городе-призраке заговорили, когда начались масштабные археологические исследования во главе Алексеем Окладниковым. Единственным сохранившимся зданием города стала эта Спасо-Зашиверская церковь, которую разобрали и перевезли в Новосибирск. До сих пор Зашиверский Спасский храм древней архитектуры поражает своим совершенством многих путешественников и ученых. Момский район представляет интерес для многих исследователей. Особенно для ученых Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Ученые отмечают, не только под землей пропавшего города есть уникальные материалы, но и на земле. На протяжении столетий люди опасались подходить к этому месту, и, возможно, это и сохранило уникальное культурное наследие, которое еще не изучено. Однако исследования, раскопки требуют серьезной финансовой поддержки. Поэтому пока раскопки на местности, где был город-призрак, Зашиверск, пока лишь в мечтах. Раскопки артефактов, изучение ДНК – это лишь часть громадной работы археологов. Главное, появились бы неизвестные главы в истории и новые факты в изучении ранней русской культуры 17 века. Ирина Григорьева, Семен Афанасьев, Момский район. Ну, а сегодня во всем мире отмечается вообще Международный день памятников и исторических мест. Этот день также известен как День всемирного наследия. Установлен он в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательностных мест, созданной при ЮНЕСКО. О значимости этого дня и о памятниках культуры региона мы сегодня будем говорить с нашим, уже можно сказать, постоянным гостем Русланом Васильевым, председателем Общества охраны памятников Якутии. Руслан Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, кто стоит у истоков создания вот этого направления Якутии? Ну, вообще, вот этот день, да, он объявлен в 1983 году, у меня ассоциируется сразу с нашим великим человеком, это Дмитрий Николаевич Сорон-Амалон, да. Вот именно вот с этого периода, даже вот на нашем якутском телевидении, я видел уже передачи с его участием, как раз где он всегда постоянно говорил о сохранении наших объектов деревянного зодчества. А их тогда в Якутске было очень много. И вот постоянно была рубрика такая вот на нашем телевидении. И вот с тех пор это в меня вошло очень так сильно, да, и, скажем, он не только вот в этом важен для нас, а он ведь один из основателей Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памяти, истории и культуры, да, во-первых. И во-вторых, он один из первых людей, который, даже не один из, а первый человек, который начал именно волонтерское движение. Ну, тогда называлось это общественное движение по сохранению наших деревянных объектов, да. И благодаря его такой мощной энергии, там, деятельности, вот сегодня мы имеем музей под открытым небом, да, это музей дружбы, музей политической ссылки, да, и ряд других музеев. Это вот его вся работа. И поэтому вот наше движение по сохранению объектов деревянного зодчества, памятников наших, оно и называется Сорон-Амалон Фест. Вот в честь его мы двигаемся дальше. А вообще, сколько сегодня в Якутии насчитывается вот таких мест, которые являются памятником, опять же, культурного наследия, архитектурными памятниками и так далее? Какова география, состояние этих мест? Не, ну, конечно, она обширна. Это там, где ступала нога человека, значит, он что-то строил, что-то делал, да. Поэтому это, я бы хотел сказать, как бы вещественное доказательство присутствия нашего народа на этих территориях. Да, вот. Это очень важно. Поэтому по всей территории, по нашей республике имеются такие вот объекты, скажем. Это не только какие-то сооружения, там, скажем, но и такое понятие, как достопримечательное место. Это какие-то наши священные места, там, да, вот. Мы очень много говорим, вот, скажем,
Этых-Хая, да, вот. Даже вокруг Якутска 3 Этых-Хая. Это вот Кангаласский мыс, Табагинский мыс и Чучурмуран, которые есть в легендах наших, сказано о них. Или, скажем, такие места, озера, как Этых-Кёль, да. Вот буквально недавно мы сделали достопримечательным местом это озеро нашей Сайсары. Об этом много легенд сказано, да, все это. И я думаю, что в каждом улусе у нас есть обязательно, есть Этых-Хая, это вот так называемый Эбе-Хая, Мать-гора, там, да, вот в улусах. Или даже какие-то болгуньяхи, там, да, скажем, это в заречной группе улусов, тоже они являются святыми там у нас, да, поэтому очень важно сохранять это все, даже, скажем, те аласы, где жили вот наши прародители, скажем, основатели рода какого-то, да, из этого рода какой-то человек поднялся на высокий уровень, стал известен в своем улусе, районе, на уровне республики, там, и даже после революции там наши ведь люди вышли и на российский уровень, на федеральный уровень, да, поэтому там, где они родились, конечно, тоже такие места священные, да, я считаю, поэтому вот это все мы должны бережно очень сохранить, потому что очень много можно говорить о патриотизме, да, вот, в школе обучать, а вот пойти и сохранить памятник, чтобы молодежь своими руками прикоснулись к истории, думаю, это очень важно. Ну и это в наших силах. Конечно. Сегодня. И вот то, что мы этим занимаемся, да, вот мы проводим наши фестивали «Сторону Малон Фест», это уже 2-й год мы ведем, да, это уже начинает охватывать республика, да, вот именно люди вот выходят, да, вот именно волонтеры сами, да, не под палкой, там, не по приказам, зову сердца. А по зову сердца и делают это. Конечно, это здорово. Я бы хотел сказать, вот именно здорово, активно занимается это Татинский улус там, да. Там Николай Ефимович такой прямо активнейший человек, прямо он поднял всех, и действительно не восстанавливает старые этехи, балаганы, все там восстанавливает свою историю. Это очень важно. Руслан Васильевич, сегодня вот в рамках дня этого, да, пройдет как раз-таки на наших телеканалах телемарафон, подробнее об этом. Да, и вот как раз именно сегодня, в этот день такой, да, для нас очень важный, мы проводим телемарафон по восстановлению 2 объектов. Это у Селданском улусе, дом головы Байгантайского улуса, да, и здесь, в городе Якутске, все горожане знают, это рядом с домом Арчи, на Чернышевской 26, такой старый, наполовину сгоревший дом, а в нем в свое время жил Дмитрий Иконович Сорномалон. И мы поставили себе задачу его восстановить. Да? Здесь нам помогла очень здорово администрация, потому что там до последнего времени проживал человек. Одинокий мужчина, такой больной, да, человек. Ему помогли получить квартиру, он переехал, и сейчас дом полностью освобожден. Свободен, да, и наша организация общественная взяла ее под ответ хранения. И вот мы сейчас ведем это дело, его сохраняем, да, этот дом. Вот сегодня проводим телемарафон, и тех собранных средств мы начнем эту работу. По восстановлению. Да, конечно. Потому что мы планируем там, значит, это будет... Вообще важная задача не просто сохранять ради сохранения, а вот чтобы его приспособить к современным условиям, чтобы там что-то происходило. Да? И поэтому там будет детский центр, когда девочек и мальчика будет обучать, скажем, девочек рукоделию, работу с бисером, там, да, вот именно таким вот народным промыслом. То есть доп. Образование такое. Конечно, детское. да. И в то же время мы там оборудуем кабинет Дмитрия Иконовича Сорномалона, да. Туда будут приходить наши писатели, поэты, чтобы они как раз было общение между поколениями. Да, но очень интересно это все выглядит. Я надеюсь, получится по итогу, и смогут люди это уже увидеть своими глазами. И по поводу вот телемарафона, завершая нашу беседу, во сколько, когда смотреть? Так, сегодня, в 19:15 это будет в эфире на НВК Саха, поэтому все, кто смотрит нас сегодня, вот сейчас смотрит, да, я призываю откликнуться и внести свой личный вклад в сохранение частички нашей истории. Спасибо, Руслан Васильевич, с праздником, с Днем памятников и исторических мест. Мы вас поздравляем, дорогие телезрители. Чем еще запомнится сегодняшний день, расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия! Вашему вниманию последние новости к этому часу.
Около 40 миллиардов рублей частных вложений в геологоразведку ожидают в Якутии в этом году. Об этом сообщил глава Минпромгеологии Республики Максим Терещенко. По его словам, по итогам 2021 года объем таких вложений составил 37 миллиардов рублей. Также Терещенко сообщил, что в этом году федеральные средства, направленные на геологоразведку, вырастут до 3 миллиардов рублей. По мнению главы Минпромгеологии Якутии, эти вложения будут работать на экономику республики в долгосрочной перспективе. Выпускники школ, которые выберут профессию в промышленной отрасли региона, гарантированно получат трудоустройство в компаниях. Производство мяса птицы и яиц в стране превышает спрос. Это связано с тем, что российские птицеводы в последние годы снижали закупки инкубационных яиц за границей. В прошедшем году доля отечественной продукции достигла 84%. С помощью государственной поддержки с 2021 года компании строят собственные производства инкубационных яиц. Всего за год на новых предприятиях их дополнительно произвели более 100 миллионов штук. Ожидается, что уже через год-полтора уровень зависимости от импорта в этой сфере может быть сведен к нулю. Шествие «Бессмертный полк» в этом году пройдет в традиционном очном формате, как в столице республики, так и в районах. Напомню, что в последние 2 года шествия по улицам не было из-за пандемии коронавируса. Тогда организаторы перевели его в онлайн-формат. Глава республики добавил, что все мероприятия празднования 1 мая и Дня Победы пройдут в очном формате. 1 мая в Мирнинском районе отпразднуют в привычном режиме. В Мирном, Удачном и Айхале трудовые коллективы пройдут колоннами по центральным площадям. Демонстрацию организует профсоюз «Профалмаз». До праздника осталось 2 недели, поэтому самое время подумать, как украсить автомобиль, какие флаги пошить и в чем встретить весну. Будет организовано театрализованное представление, посвященное столетию Республики Саха-Якутия. Кроме этого, после демонстрации на площади имени Ленина в городе состоится праздничный концерт. Ну и, конечно же, для самых наших маленьких жителей города в городском парке после завершения праздничного концерта состоятся развлекательные мероприятия. Таковы основные события на текущий момент. Хорошего дня. Безусловно, прекрасные новости, что вот эти традиционные эти шествия, демонстрации, которые возвращаются, наконец-то можно выйти на улицу. Ну и будет прекрасно, если еще и погода позволит подольше на этой улице находиться. Но это все о погоде, которая будет через недели-две. А вот я предлагаю вновь, уже к концу нашего эфира, еще раз ознакомиться с тем, что сегодня нас за окном ожидает, к чему готовиться, как по возможности нужно одеваться. В районах в 6 часов утра температура воздуха составила в Бердигистяхе -4, -14 в Покровске. В Заречной группе от -5 до -15, в южных 4 и 6 градусов мороза, в Вилюйской группе -1 +2, кстати, потеплело в Нюрбе и в Сунтарах, в Нижнеленских -2, 0 градусов, в западных 0 +5. В Колыме-Индигирской группе утром температура воздуха составила 13-16 градусов мороза. В Янских -7 в Батагае и в Батагае-Алыте -23 градуса. На северо-западе 0 градусов в Оленьке и -26 в Тиксе. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 8 градусов мороза. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня вечером нам обещают небольшой мокрый снег, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, но ветер усилится с порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4-6 градусов. Да, несмотря вот на плюсовую погоду, на солнышко, все-таки ветер довольно холодный, так что советуем одеваться теплее, защищать органы слуха обязательно, ну голову. И просто пытаться щели все заткнуть, потому что мерзкий противный ветер имеет свойство пронизывать и попадать, проходить через любое открытое вот отверстие и продувать, и потом глаза тоже надо суставы закрывать. потом болят. Все как-то это
не очень. Поэтому, да, одевайтесь потеплее, несмотря на то, что весна. И да, мы забыли на самом деле в начале эфира сказать одну важную вещь, что у нас всегда есть способы обратной связи, которые вы можете использовать не только во время эфира. Так, например, по номеру телефона 8 914 273 4488 всегда можете отправить какие-то сообщения. Следить за анонсами. За анонсами следить. За конкурсами, которые мы иногда... А это уже в Телеграме. Это уже в Телеграме. Там нужно зайти в Телеграм, написать «Утро Якутии» слитно, и у вас все получится. А говоря про номер телефона, всегда можете предложить какие-то идеи для наших материалов, для наших гостей. Мы все всегда читаем. Вот, например, вчера человек написал: «Здравствуйте, я не туда отправляю свое сообщение, что ли? «Утро Якутии» уже не работает?» Нет, работает. Мы же прочитали ваше сообщение. Значит, все у нас работает. Поэтому пользуйтесь, пишите, мы обязательно прочитаем, по возможности обратную связь вам дадим там же, в этом сообщении ответном. Ну а завтра, что нас ждет во вторник, 19 апреля, мы в нашей студии с гостями будем говорить о развитии в Якутии художественной гимнастики. Узнаем о возможностях этого вида спорта в нашем регионе. Да, также поговорим о благоустройстве дворовых территорий, какие места в этом году претендуют на благоустройство, ну и многое другое тоже будет. Ну а на этом мы спешим перед вами откланяться, сказать, что наш эфир подошел к концу. Надеюсь, что этот час последний вы провели просто с улыбкой на лице и готовы покорить этот понедельник. Да, хорошего вам настроения обязательно. Пусть сегодня у вас обязательно все получится.